Уже 4 законопроекта разработаны с целью сделать предстоящие парламентские выборы, а они, напомним, состоятся уже в следующем году, справедливее и прозрачнее. В каждом из них авторы представили свой взгляд на то, как должна проходить процедура голосования, какие должны быть требования кандидатам и даже условия, которые необходимо создать для избирателей на участках. Одна из разработок принадлежит депутатам фракции Атамекен. Согласно их видению закона о выборах, кыргызстанцы должны получать для голосования 2 бюллетеня. Один со списком партии, другой непосредственно с именами кандидатов от нее. Будет 2 бюллетеня. Республика будет поделена на 9 округов. И, допустим, на примере Нарына, на Рыне по числу избирателей будет 7 мандатов. И партия будет конкурировать за эти 7 мандатов. И избиратели будут голосовать за партию и за персону отдельно. Таким образом придут настоящие региональные лидеры. То есть те люди, у кого сомнительная репутация, те люди, которые бы граждане не хотели видеть в парламенте, они не придут, поскольку люди просто за них не будут голосовать. В это же время свой законопроект подготовила и рабочая группа, созданная по поручению главы государства Сооронбая Жээнбекова. Документ, к слову, уже направлен в профильный комитет Жогорку Кенеша. Согласно нему, за избирателями все еще закрепляют возможность выбирать не отдельного кандидата, а всю партию в целом. Главное, что считают разработчики нужно сделать, это увеличить количество избирательных участков за пределами страны. Было предложено открыть избирательные участки именно в представительствах государственных органов Кыргызской Республики. То есть имеется у нас за пределами республики имеется представительство миграционной службы, МВД и других государственных органов, чтобы образовались именно участки голосования для голосования именно в представительствах государственных органов. Ко всему прочему, в этом варианте вводятся более строгие ограничения и даже наказания в отношении кандидатов. Например, если баллотирующийся имеет судимость, а если она погашена, в проекте закона указывается, через какое время этот гражданин имеет право выдвигать свою кандидатуру в депутаты. Предусмотрена ответственность и в отношении партий, внесшей их в свой список. Касается это и кандидатов с двойным гражданством. По нашему законодательству граждане иного государства не имеют быть депутатом Жогорку Кенеша. Поэтому внесено несколько предложений именно в части ответственности на Кодекс об административной ответственности и уголовной ответственности. Например, санкции по штрафным санкциям и другим мерам. А вот тип избирательной системы, согласно этому законопроекту, планируется оставить без изменений, отмечает заместитель председателя Центризбиркома. Она в нашей стране, напомним, пропорциональная. И именно этот механизм процесса выборов закреплен Конституцией страны. Согласно этой системе голосование проходит по партийным спискам. Далее каждая партия получает число мандатов, соразмерное набранному проценту голосов. Таким образом, партия, набравшая 50% голосов избирателей, получает ровно половину мест в парламенте. Сами мандаты распределяются по очередности, указанной в заявленном партийном списке. Как правило, наибольшие шансы быть избранными имеют те кандидаты, фамилии которых возглавляют этот список. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.